археологи нашли селище времен Золотой Орды. Во время раскопок сотрудники Центра этнологических исследований и студенты Башго обнаружили предметы, относящиеся к периоду Средневековья. Участники экспедиции даже и не думали, что под слоем земли их ждут настолько древние находки. На месте раскопок побывал наш корреспондент Анастасия Ильчебаева. Кость. Обычного человека такая находка скорее отпугнет, но только не археологов. Для некогда жителей этих мест кости животных были одним из материалов, из чего ремесленники изготавливали предметы быта. Теперь этот участок – памятник археологии, что позволит ученым заглянуть в Средневековье, восстановить картину жизни золотоордынского поселения. Это часть от чугунного котла. Что в основном находите? Ну, ножички маленькие, керамику, кости. Возможно, булгары были, возможно, может, тюрки. Разная керамика выходит, непонятно. Лучше, чем документы, когда книги держишь, это намного лучше, когда сам прикасаешься к истории. Этот район уже давно облюбовали черные копатели. Местность усеяна лунками. Сохранить памятник археологии периода Средневековья удалось лишь благодаря верхнему, более позднему слою. Где-то в 19 веке здесь находилась деревня. Благодаря оставшимся кускам металла и мусора приборы копателей фанили. Дальше они уже просто не копали. Это и стало защитой для более раннего периода. Скорее всего, археологи наткнулись на рабочие места ремесленников. Некоторые находки похожи на заготовки или бракованные изделия. Признаки жилых домов поблизости исследователи не обнаружили. Что неудивительно, жилье раньше возводили вдали от мастерских, чтобы огонь, используемый в работе, случайно не перекинулся на дома. Такая предусмотрительность была совсем не лишней. Исследователи предполагают, что селище исчезло как раз-таки из-за пожара. Об этом говорят сохранившиеся чернь и угли. Снизу фиксируются следы горения, да? То есть это горело дерево. Мы предполагаем, исходя из того, что вокруг здесь есть столбовые ямки, это было некое перекрытие. Если есть ремесленники, то, скорее всего, они для кого-то это все производили. То есть, опять можно предположить, что где-то здесь поблизости, возможно, проходили некие торговые пути, для которых, в принципе, они работали. Часть находок археологи уже упаковали. Для восстановления картины жизни предков исследователи помечают местонахождение артефактов на плане. Необходимо указывать всю информацию, вплоть до глубины залегания. Вот на этом фрагменте сосуда, покрытый глазурью, то есть понятно, что это эпоха Средневековья, золотоордынский период. Или, например, вот эта вещь, вот янтарь, который обнаружен на нашем раскопе, свидетельствует, вероятно, о каких-то дальних связях тех людей, которые проживали здесь недалеко от наших предков. Золотоордынского населения на Южном Урале было очень много, а следов мы их найти до сих пор практически не можем. Известно Турналинское городище в Салаватском районе, а вот под Уфой это первый памятник подобного типа. Раскопки будут идти больше недели, но работа для археологов на этом не закончится. Исследование продолжится и в Уфе. Ведь ответ на главный вопрос, кому принадлежат находки, еще не получен. Анастасия Ильчебаева, Рустем Сайфуллин, новости, Уфимский район.